Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телепередача «Охота и рыбалка в Якутии». Сегодняшний наш выпуск будет посвящен представительницам прекрасного пола, которые наряду с настоящими охотниками и рыбаками неравнодушны к активному отдыху и экстриму, а именно женщинам-рыбачкам. Любовь к природе присуща всем людям на Земле, независимо от половой принадлежности и возраста. Да к тому же в наше время женщины имеют равные права с мужчинами, и категорически относить их к слабой половине человечества в современной действительности как минимум некорректно. И это надо признать. К тому же на территории Якутии женщины народов Севера испокон веков занимались тяжелым физическим трудом, жили наряду со всеми членами семьи в экстремальных условиях. Призванием мужчин являлись охота, добывание пищи, одежды, строительство жилья. Все остальные заботы ложились на хрупкие плечи жен, вплоть до заготовки льда и дров. А сегодня наши женщины имеют возможность совершенно по-другому общаться с природой. Можно ездить с семьей, друзьями, да к тому же появилось немало туристических фирм, которые организуют активный отдых на природе. Такими услугами охотно пользуются наши прекрасные дамы. В ноябре прошлого года организованная группа любительниц активного отдыха отправилась в дорогу с командой уже известной компании Nord Stream. Пункт назначения – Горный Улус, природный парк Анаилг-Сине. Маршрут довольно дальний, дорога до заветного места составляет около 250 километров. Вечером команду туристов во главе с инструктором-проводником Вячеславом Местниковым на базе природного парка встречают гостеприимные инспектора. Солнечное, с прохладным свежим воздухом утро встречает гостей безветренной, тихой погодой. Рыбалка будет проходить не на самой речке Синяя, а на одном из боковых озер. Потому что команда из Якутска вместе с опытными егерями собираются спускать под лед невод. Об этом интересном традиционном способе рыбной ловли мунха мы не раз рассказывали в предыдущих выпусках. И то, что именно женщины изъявили желание организовать это непростое дело, говорит о возрастающем интересе к промыслу своих предков. Мунха всегда начинается с кормления духов водоема, прошением у баяная удачного лова. Подледный лов карасей – это очень трудоемкое занятие, требующее слаженной работы всей команды. Управляет всем процессом один человек, обычно мужчина уважаемый,
хорошо знающий местность и имеющий большой опыт. Он указывает места, где нужно проделать чердаки, учитывая глубину и рельефы дна озера. Во главе нашей бригады встал проработавший в этих местах целых 18 лет старшим инспектором Александр Лукин. Это сеть озер. Здесь друг за другом тянутся 3 озера. Давным-давно здесь пролегало русло реки. Со временем река немного изменила форму, и от ее старого русла образовались эти озера, то есть старицы. Пока невод готовится к спуску, некоторые члены команды прорубают в 2 местах лед, так называемые чардаты. Один на месте спуска невода, второй на месте вытаскивания. Между ними продольно с 2 сторон делаются лунки, по которым будут тащиться крылья мунхи. Ну а задача наших женщин – как можно весело и шумно загонять рыбу к проруби, откуда будет вытаскиваться невод. Какие у меня движения должны быть? Просто плывешь, Ага. и это, до дна плывешь, пугаешь. Вот так вот. Да, как бы Ага, рыба хорошо. шугается от этого и Хорошо. от тебя должно. Попробую. Смотри, Слава, у меня уже дно есть. Ничего себе глубина-то. А у меня вот дно, видишь, И лед, кстати, толстый. баламутило. У тебя просто какая-то короткая. Но все равно однажды досталось. Их орудием труда в этот момент являются жерди, которыми они поднимают со дна озера муть, постукивают по льду, тем самым направляя рыбу в нужную сторону. Вот я на Мунху приехала первый раз. С женщинами, вот, которые мы сплавляемся с турфирмой Nord Stream. И очень нам вот первый раз вот на свежем воздухе, настрой такой отличный. И надеемся на большой улов. Ура! Что вам дает? Отдых, как бы поближе к природе хочется быть. И в конечном счете, конечно, рыба. В этом деле вообще я новичок, туризм в Якутии. Только с этого года, с весны начала. В основном у меня были пешие походы, Мунха, рыбалка, наткнулась. Уже с Нордстримом работаю, да? Нравится сейчас процесс, экстремально, необычно. И все-таки традиции нашего народа, да, воплощать нам, современной молодежи, да, поколению, это даже честь какая-то. Ну и все-таки для своей семьи, да, улов, так сказать. Своими руками, можно сказать. А? Своими руками. Своими руками, да, добыла и так далее. Летом будем пробовать спиннинг, сплавы и так далее. Покорять горы. Холодно, не устали? Не, нормально. Надо отметить, женская половина бригады справляется со своей работой отлично. А самое главное, им действительно нравится процесс.
Вот мы мунху под лед спустили. И теперь, распределившись по обоим крыльям мунхи, не спеша передвигаемся. Невод идет хорошо, легко. И вон на том конце озера мы вытащим сети. Ну, рыбалка пошла, процесс, скажем так, рыбалка уже начался. Люди все заняты своими делами, у каждого своя обязанность. Кто-то вот мунху проводит, да, по уже отмеченному пути, кто-то вытягивает. Так что, как бы, не как уже утром, да, утром были какие-то замечания, крики, там не ходи сюда, ходи, это сделай, то делай. А сейчас уже, да, уже все как бы втянулись и, ну, уже рыбачим. Будем надеяться на хороший улов в конце. Тяжеловато. Как ее одевать? Лед полохал. Не надо было снимать, что ли? Замерзли руки. Не, я имею в виду. И, конечно, процесс очень интересный. Хоть и объясняли, а посмотреть и поучаствовать вообще замечательно. Я говорю, вот в городе теперь покупать карася и не скажешь, что такой дорогой. Потому что посмотрели, как он достается. Тяжело, не просто так. Очень тяжело. И вот наступает долгожданный и самый волнительный момент. Время вытаскивать невод. Все в ожидании рыбы. Больше всех, конечно же, переживают дамы. И вот показался первый карась. Это хороший улов. К тому же в этом озере обитает не только карась, но и, как мы видим, окунь и щука. Вообще первый раз видела, как вытаскивают. Это Романа не держи! Но как жить-то мы хотим, но она зацепилась. И все. Да. Какая крупная рыба. На самом деле похож на кабельского карася, да? Крупный такой, окуньки какие огромные. Даже щука есть. Даже щука есть. Красота? Ну, все, что мы планировали, сбылось. Все наши оправдания ожидались, да? Не, ну, по И мешку. караси, и окуни, и щука, да? По мешку, ага, и щука одна. Щука одна. Есть, да? Все довольны? Правда, ноги замерзли. Давай. Так, мы очень много времени провели на зимней рыбалке. Организм устал, и он требует калорий, требует энергии для того, чтобы мы могли дальше противостоять холоду и заниматься нашим любимым занятием – рыбалкой. И поэтому для того, чтобы подкрепиться, мы будем готовить рецепт, который мне подсказал мой друг Петров Егор Егорович. Очень простой рецепт. Обычно на зимней рыбалке
Блюда готовятся простые, сложные рецепты не приветствуются. Самое главное – это насытить организм, дать ему много энергии, для того, чтобы на длительное время организм получил толчок и заряд. Масло кладем совсем немного. Пока у нас лук подрумянивается, мы возьмем мясо. Почему мы добавляем мясо? Потому что мясо это полностью белок. Он дает организму сытость, энергию. То есть мы сегодня берем мясо жеребятины. Она быстрее усваивается организмом, чем говядина. Добавляем перловую кашу. Каша на рыбалке это на самом деле очень хорошая вещь, потому что она дает насыщение организму на долгий период. На зимней рыбалке организм тратит очень много ресурсов, потому что противостоит холоду. Он тратит примерно в 3 раза больше ресурсов, чем в условиях теплой квартиры или теплого дома. Об организме нужно заботиться, чтобы не стареть, чтобы здоровье не тратилось, и чтобы до 70-80 лет можно было ездить на рыбалку. Практика показывает, что на рыбалке не надо экономить на времени, на продуктах, ну, особо, да, для того, чтобы приготовить еду. Потому что натуральные блюда, на которые ты немножко больше времени потратишь, чем заваришь доширак, все-таки они предпочтительнее. И почти по-домашнему они вкусны, а на природе вся та же еда, она еще втройне вкуснее. Наше блюдо почти готово. Осталось добавить последний ингредиент. Это фасоль, которая содержит магний. Магний помогает организму не только успешно справляться с переработками, перегрузом, но и помогает здоровому сну. Поэтому мы последний ингредиент добавляем. Это фасоль, которая также украсит наше блюдо своим насыщенным вкусом и поможет нам крепче спать вечером. К такому блюду в походных условиях очень подходит свежая зелень. Но на рыбалке, на дальние расстояния сложно сохранить зелень в свежем виде, поэтому мы возьмем сухие аналоги. Добавим укроп и петрушку. Валера, ребята, обед готов. Итак, наше блюдо готово. Всем приятного аппетита. Как? Классно. Перловка – это вещь. Женщины у нас не только рыбачки. Некоторые представительницы прекрасного пола по тем или иным причинам предпочитают охоту. Я с 13 лет ношу ружье. Во время войны я не смогла получить образование. В те времена ты мог прокормиться и одеться только охотой. Я охочусь по сей день. У меня очень хорошие собаки. Если я не иду в лес, они сильно скучают. Этой осенью они мне облаяли 2 соболей, которых я добыла. Еще подстрелила 4 белок. И до сих пор считаю себя физически крепкой. Первой моей крупной добычей является лось. Мне тогда было 19-20 лет. Мы с каждым разом все больше убеждаемся в том, что охота и рыбалка может занимать немаловажное место не только в жизни мужчин. Некоторые дамы не бросают любимое занятие даже в свои почтенные годы. Одной из героинь наших нескольких передач является Мира Ивановна Христофорова. Для этой жизнерадостной и очень доброй женщины окрестности речки Толба в Алекминском районе являются родным домом. В этих местах она круглый год и в зимние морозы, и в жаркое лето
может бесконечно проводить время за любимым делом. Я люблю рыбачить на речке Толба. Я люблю удочкой. Хариузи есть, линки есть. Но рыбы любят свой вкус. Когда клюет, оно не доклювывает, а потом я волочу туда наверх удочку, крючок. Оба! Когда удочкой рыбачишь, надо уметь волочить и долго стоять. Терпение надо, обязательно. Без терпения рыба не рыбалка. Надо обязательно. Под лед тоже надо сидеть, терпеть. Оно долго не попадается. Безусловно, количественное преимущество на стороне обожательниц летней рыбалки. Подсечь на спиннинг долгожданную рыбу, когда вокруг расстилаются пейзажи красивейшей якутской природы, а под ногами шумят стремительные перекаты, чувство непередаваемое. Наверное, ни один человек к таким моментам не будет безразличен. Так и наши женщины охотно отправляются на экстремальные сплавы, сопровождающиеся незабываемой рыбалкой. Ведь рыбалка – это не только взял удочку, прицепил крючок на леску и закинул в воду. Чтобы иметь хороший результат, необходимо знать тонкости и хитрости этого непростого занятия. В Якутии много мест, на которых обязательно стоит побывать хоть один раз в жизни. Многие согласятся со мной, если скажу, что увлечение рыбалкой открывает для людей новое понимание и восприятие жизни. У человека появляется потребность общаться с природой и бережно к ней относиться. Хотелось бы посоветовать нашим милым дамам не бояться путешествовать, заниматься активным отдыхом, совершать побольше вылазок на природу и испытывать свои силы в экстремальных условиях. И что для нас, мужчин, любителей охоты и рыбалки, немаловажно, познакомившись поближе со всеми тяготами и радостями этих увлекательнейших занятий, вы лучше станете понимать своих мужчин, ведь природа сближает людей. А завершить нашу передачу хочется следующими строками. Улыбка женщины – поэма, ее вовек не дописать. Без доказательств теорема ее вовек не разгадать. Улыбка женщины – признание в любви, в желании, красоте. Кому признание в наказание, кому дает полет мечте. На этом мы прощаемся с вами. До свидания, до новых встреч!